На вершине Кавказа, где снежная глушь, я золотом высек бы слово ингуш. Друзья, всех приветствую. Ханди, меня зовут Артем, и я продолжаю рассказывать и показывать вам про жизнь в замечательной гостеприимной республике Ингушетия. И это видео будет особенным лично для меня по одной из простых причин, потому что теперь не только «Газпром» осуществляет мечты, но и локация Цейлом, в которой я нахожусь. Это одна из самых красивых горных локаций России, потому что я наконец-то познакомился с настоящим конохом, героем Советского Союза и первым президентом Республики Ингушетия. И я очень благодарен этому месту, ингушам, моим друзьям, близким, родным за такую вот уникальную возможность пообщаться с этим замечательным, достойным мужчиной и человеком, и истинным патриотом. Буду вам все рассказывать и показывать, что было на этой локации. Ну а вы перед просмотром обязательно подписывайтесь, поддержите лайком, делитесь своим мнением от увиденного услышанного у меня здесь внизу в комментариях. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие новые выпуски. Как вы уже поняли, я вновь оказался в сердце Горной Ингушетии, в колыбели всех ингушей, в Джерасском районе на Цейламском перевале, в том самом месте, которое по праву считается жемчужиной республики, в одной из самых красивых горных локаций России – Цейлом. В этот день я чувствовал себя словно путешественник во времени, свидетелем важного события, которое соединит наше поколение с будущим. Но что сделало этот день лично для меня по-настоящему незабываемым? Сейчас расскажу. Неожиданно для меня на горизонте появились гости, люди, которых я не ожидал увидеть на локации. Их прибытие стало настоящим сюрпризом, словно волшебный штрих в уже насыщенной красками картине. Их присутствие наполнило атмосферу особым трепетом и предвкушением чего-то важного и значимого. В этот солнечный день на локацию Цейлом приехали настоящие легенды. Встреча началась с торжественного прибытия главы Республики Ингушетия Махмуда Алима Шариповича Калиматова, человека, который с гордостью смотрит на свою землю и верит в ее светлое будущее. С ним был очень важный почетный гость – глава Татарстана Рустам Нургалиевич Миниханов, который является одним из лидеров сильной и богатой культуры в нашей стране. Но это было только начало. В этот день я впервые встретился с героем Советского Союза и первым президентом Ингушетии Русланом Султановичем Аушевым. Лично для меня Руслан Султанович – авторитет и конох, мудрый и одновременно сильный человек. Вас на ингушской земле. Ингуши славятся своим гостеприимством, и высшую степень гостеприимства проявил предприниматель и основатель локации Цейлом Алаудин Ахметович Парчиев. И я заметил, что его сердце бьется в такт с этим местом. Он его не просто основал как туристическую точку, а как символ гордости и наследия ингушского народа. Встречу украсили выступления известных музыкантов у красивой мечети. Они исполнили знаменитую композицию «Даймок», наполняя воздух биением сердца республики. А затем началась настоящая ингушская лезгинка, яркое проявление национальной души и радости.
Пока гости отправились пить ингушский чай в одноименное кафе «Цейлом», я познакомился с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Мусой Евлоевым, скромным и душевным парнем, чей взгляд полон искренности. Он поделился со мной своими впечатлениями о локации. Локация красивее место, лучше место в Ингушетии. И даже я не побоюсь сказать громких слов. И в России таких красивых мест можно по пальцам пересчитать. Это для меня самое такое впечатляющее место. Я просто хотел бы еще раз призвать всю республику Ингушетия, весь ингушский народ быть едиными. Потому что пока мы едины, это точно. Артем, вам спасибо, что вы показываете не только горную часть республики, но все республики. Положительные моменты, отрицательные. Это очень важно людям видите и знаете, где им больше надо работать. Поэтому это отдельные слова благодарности, что вы так поддерживаете нашу веру. А тебе, Барков, за спасибо, здоровья. Но все-таки главным гостем этого дня был Рустам Нургалиевич Миниханов, который испытал самый настоящий культурный шок. От чего? Смотрите. Ингушетия много наслышан первый раз. И второе, к моему стыду, мы так мало знаем, оказывается, о нашей стране, об этой прекрасной земле, об этой природе, о добрых, красивых людях, о башнях, которых я даже не знал, столько башен здесь. То есть для меня это был некий культурный шок. Я очень впечатлен и природой, и очень вкусная еда у вас, позитивные люди. Что касается нашего соглашения, любое соглашение – это документ. К этому соглашению нам надо в ближайшие 3 месяца сделать дорожную карту. Да, у нас есть отношения торгово-экономические, культурные, там, по спорту, по детскому отдыху. Но все это надо расписать, закрепить ответственных. Мы сегодня об этом договорились. Будем работать во благо наших субъектов, Ингушетии и Республики, во благо нашей страны. Поэтому процветание этому прекрасному краю и нашим братьям. Огромное спасибо, что Рустам Нургалиевич, во-первых, нашел графики, я не преувеличиваю, и приехал. Но то, что сегодня, вот сейчас он сказал, вот просто восхищение искреннее. Я говорю, сегодня это благо. Я знал, что это красивый край, но немножко больше, чем я предполагал. Поэтому надо это все красиво упаковать, и этот край должен служить в интересах людей, которые здесь живут, трудятся, сохраняют свои обычаи, традиции, вы видели. И вот, наконец-то, мне удалось осуществить свою давнюю мечту. Спустя 6 лет знакомства с Ингушетией я встретился лицом к лицу с Русланом Султановичем Аушевым, человеком, которого я считаю самым настоящим конохом и большим авторитетом в России. Я знаю, я видел твои По поводу... Ты больше ингуш, чем все остальные видят. Спасибо. Для меня это было неожиданно и очень приятно, что Руслан Султанович так высоко оценил мою блогерскую деятельность, которая касается Ингушетии. Для меня это было высшей наградой от всего ингушского народа в лице Руслана Султановича. Его слова вдохновили меня еще больше верить в свои силы и уничтожили всякий негатив со стороны недоброжелателей. Теперь их слова кажутся пустыми по сравнению с высоким мнением такого большого человека. Я заметил, что с каждым годом туристов в Ингушетии становится больше, которые приезжают из разных уголков нашей с вами страны. Горы, ну просто прям вот впечатляют. Вот такие просторы, столько зелени. Ну смотрю, дороги очень хорошие. Все родовые башни проехали, тоже все реконструируется. Ну, всем желаю, в том числе и народу Ингушетии, здоровья, развития региона. Ну и дружбы между нами всеми. Завершая этот насыщенный день, я увидел, как гости вместе заложили капсулу для потомков, символ надежды и памяти будущих поколений Ингушетии. Махмуд Алим Макшавирикович, глава Республики Ингушетия. Ну, что мне хочется сказать? Во-первых, я хочу сказать, что это еще один такой объект, и Парчиву Алаудину спасибо. Уже начало мы видели, и когда он сказал, я готов продолжать и дальше, и предложил идею гостиницы. У нас прекрасные места, но мы едем час-полтора, и у нас
мало места, где можем остановиться, выпить чай, да, там, посидеть и что-то такое, отдохнуть. Поэтому была такая идея. Сегодня я просто хочу сказать, Ингушетия сама по себе, туристический кластер развивается. Он у нас от Асинского ущелья и вот как раз до Жайраха идет. И мы предпринимаем серьезные меры. Это не первый объект, но такой объект крупный. Это первый. Поэтому я только хочу спасибо сказать инвесторам. Вот, и тем, кто в твоей команде, кто это делает. С другой стороны, я думаю, раз Раис Татарстана приехал тоже участвовать в этом, и наш первый президент Руслан Султанович, я думаю, он будет удачлив, очень серьезно. Поэтому поздравляю. Должен нас поддержать, инвестор должен вложиться. Ну и хайрлы саатта, добрый путь. Спасибо. Миниханов Рустам Нургалевич, он сразу сказал, это небо и земля. Многие гости, которые приезжают, они когда попадают в нашу горную часть, они только здесь понимают суть нашей истории, нашего духа, нашего будущего. Поэтому укреплять этот район, не теряя его самобытность, делая все, чтобы побольше людей со всего мира приезжали сюда, смотрели и понимали, откуда наши ноги растут. Я тут болт вместе. Я долг много чего, но около Сауды Акан. Тем более, это сердце Ингушетии, Джайрасский район, это сердце Ингушетии. Поэтому. Слово предоставляется Алаудину Ахмедовичу Парчиеву. Сегодня Дали Халчин, салам алейкум. Добрый день. Всевышний Аллах наделил Ингушетию величественной природой. Наши предки оставили нам уникальное архитектурное наследие. Ну а мы обязаны сохранить и приумножить то, что мы сегодня и делаем. Вот хотел бы воспользоваться. Ну, для меня этот очень важный день в моей. Ну, это у меня первый такой масштабный проект, и он для меня очень важный. И хочу поблагодарить, что сегодня нашли уважаемые люди время посетить наше это мероприятие. Хочу поблагодарить Руслана Султановича Аушева, первого президента Республики Ингушетия. Также хочу поблагодарить Раиса Татарстана, Рустема Нургалиевича Миниханова за то, что он, несмотря на свой плотный график, нашел время, уделил внимание нашему мероприятию. Также хочу особо поблагодарить Махмуда Али Макшариповича, то, что он с первого дня, с начала этого проекта, ну и другие проекты, везде нас поддерживает и дал нам возможность вот сегодня вот здесь собраться и сделать старт этого мероприятия нашего. Ну, мы со своей стороны постараемся сделать лучшую гостиницу в России и, надеюсь, в течение года. И к приезду. И в июне будет. Нургалиевича. Да, в июне будет открытие, и мы будем ждать всех этих уважаемых наших друзей, ждем на открытии. Спасибо. Локация Цейлом, как и вся Ингушетия, скоро станет магнитом для путешественников со всей страны. До чего мелочиться, а может быть и со всего мира. И я уверен, Цейлом откроет новую страницу истории региона, страницу процветания, красоты и гордости за свою землю. Этот день навсегда останется в моей памяти, как яркое свидетельство того, что настоящее богатство – это люди, их культура и вера в светлое будущее родной земли. Assalamu alaikum. Busub hamç beceri diyor. Yerveydey nahtarzu moh buyur diyor. O derik deniye hugo iştaglat moh buyur diyor. Busub kirist massı dol adım okustu duvar diyor. Sakerdluş بأرس مالرس مصدر شمس ديان سقردلش خوز حدا وخوش ديان مصدر شما ديان چار چسلی و نقد شدیان چار باغ بشم بدیان یاش حد مالوا بوصل كرسك ديان اوز ديان لو تاج دوهج لا وخوش بديان چار رياض بولش هنيالش قست بريمني دشو خلي بسولني دشو безопасность مصدر دور شمن обеспечен دشو بركلي عاج لا وخوش خروش سلام ديان بركلي عاج
Что бы я резал мастина, он бархал я резал. Сегодня вот хотелось поблагодарить Алаудина за такое, за встречу, за это событие, за эти места. Спасибо ему и вообще тебе тоже, потому что ты очень хорошо освещаешь наше положение, знаешь лучше нас. Спасибо тебе. Это вам спасибо за приглашение, за гостеприимство. Хавелукус. Да, вот котик меня здесь на протяжении всего дня гуляет со мной, привязался ко мне. Везет тебе жить в таких красивых, невероятных, заснеженных горах. И ты даже здесь смотришься не котиком, а настоящим тигром или львом, да, скажи. Вот, ему здесь по кайфу, его здесь кормят, да. Не знаю, как его зовут, пусть тебя будут звать Эрзи. Назову его, этого котика хорошего, Эрзи. А еще котик, наверное, тоже видел, как главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову безумно понравились эти места. Он, в хорошем смысле этого слова, испытал культурный шок. А я разве когда-то кого-то обманывал в этом плане? Нет, я сам 6 лет тому назад, в апреле месяце 2019 года, испытал такие же эмоции, впечатления, которые покорили мое сердце. Особенно вот колыбель всех ингушей. А еще я хотел бы сказать огромное спасибо Баркал, Алаудину Парчиеву, всей его команде за приглашение. Я очень благодарен, потому что именно здесь, в этом месте, осуществилась моя мечта. Спустя 6 лет я наконец-то познакомился, как вы уже поняли, с первым президентом Республики Ингушетия, с героем Советского Союза, с настоящим конохом Русланом Султановичем Аушем. И я очень остался этой встречей доволен и до сих пор испытываю эмоции, да, и, как вы видите по мне, я очень счастлив. Надеюсь, когда-нибудь мы с Русланом Султановичем еще увидимся и запишем интервью. Он просто, знаете, не медийный сейчас человек, его можно понять. Он хочет простой семейной жизни, а я бы хотел бы все равно с ним по душам поговорить. Я всегда рад приезжать в это место, наполненное силой, вдохновляться. Я человек творческий, да, немножечко отдохнуть от городской краснодарской суеты. И говорю огромное отдельное спасибо всему ингушскому народу за ваше доверие, за вашу веру, за вашу поддержку. Я даже не думал, что смогу вот так подружиться крепко, да. Дай Бог вам всем здоровья и спасибо, что остаетесь со мной. Ну, а я с вами не прощаюсь, меня по-прежнему зовут Артем. Не забудьте подписаться, поставить лайк, написать свой комментарий, поделитесь своими эмоциями, впечатлениями. И берегите себя в эти нелегкие времена. Увидимся в следующем.